своей страны. Добрый день! Приветствуем вас всех на открытии мультимедийной выставки «Академическая наука и технологии в Якутии». Этот уникальный выставочный проект родился в сотрудничестве между историческим парком «Россия. Моя история», академическими научными учреждениями Республики Саха-Якутия, а также предприятиями инновационно-технологической инфраструктуры Якутии и посвящена Году науки и технологий в Российской Федерации. Выставка создана для того, чтобы дать возможность жителям Якутии ознакомиться с легендарной эпопеей научного освоения огромной территории нашей республики. Слово для торжественного открытия выставки предоставляется директору исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад сегодня видеть вас здесь, наших коллег, друзей, потому что сегодня у нас действительно знаменательное событие. И знаменательно оно не только для нас. Я надеюсь, это событие будет важным и для жителей Якутии. И, конечно же, оно, я уверен, важное для тех, кто в этом проекте участвовал. А в этом проекте участвовало очень много людей, которые заинтересованы в том, чтобы сделать достояние нашей науки, ее историю достоянием наших жителей. То есть сделать все для того, чтобы вот эта эпопея, о которой было сказано, она заиграла какими-то своими гранями и с нашей помощью, с помощью наших специалистов стала доступной. Вот. И для этого мы с Михаилом Петровичем Лебедевым подписали соглашение и договорились реализовать такой комплекс к развитию производительных сил своей страны. Добрый день! Приветствуем вас всех на открытии мультимедийной выставки «Академическая наука и технологии в Якутии». Этот уникальный выставочный проект родился в сотрудничестве между историческим парком «Россия. Моя история», академическими научными учреждениями Республики Саха-Якутия, а также предприятиями инновационно-технологической инфраструктуры Якутии и посвящена Году науки и технологий в Российской Федерации. Выставка создана для того, чтобы дать возможность жителям Якутии ознакомиться с легендарной эпопеей научного освоения огромной территории нашей республики. Слово для торжественного открытия выставки предоставляется директору исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад сегодня видеть вас здесь, наших коллег, друзей, потому что сегодня у нас действительно знаменательное событие. И знаменательно оно не только для нас. Я надеюсь, это событие будет важным и для жителей Якутии. И, конечно же, оно, я уверен, важное для тех, кто в этом проекте участвовал. А в этом проекте участвовало очень много людей, которые заинтересованы в том, чтобы сделать достояние нашей науки, ее историю достоянием наших жителей. То есть сделать все для того, чтобы вот эта эпопея, о которой было сказано, она заиграла какими-то своими гранями и с нашей помощью, с помощью наших специалистов стала доступной. Вот. И для этого мы с Михаилом Петровичем Лебедевым подписали соглашение и договорились реализовать такой комплексный проект на протяжении вот остатка этого года, года науки и технологий, для того, чтобы через вот эти сменные выставки, которые будут посвящены отдельным направлениям научных изысканий, исследований, истории этих исследований, лиц, которые формируют вот, лицо нашей науки сегодня и в прошлом, показать и рассказать о достижениях и буднях нашей науки. Поэтому я в первую очередь хотел бы сердечно поблагодарить, Михаил Петрович, вас, ваш коллектив и все институты, руководство и сотрудников институтов Якутского научного центра, институтов, которые не входят
в Якутский научный центр, которые принимали участие в создании этой выставки. Как вы знаете, сегодня мы открываем несколько, так сказать, блоков этой выставки. Это дом Полевика, такое стилизованное сооружение, которое нам напомнит о тех прошлых, может быть, веках освоения Якутии и, скажем, с 18 века и до практически наших дней. Ну, конечно, предметы, которые представлены там, они относятся к 20 веку в первую очередь. Так как мы говорим об истории, это, конечно же, будет у нас речь вестись и о комплексной экспедиции. И комплексная экспедиция – это тот толчок, который, собственно, привел нас к сегодняшнему развитию. Вот поэтому мы сегодня, пользуясь такой знаменательной датой, 130-летием со дня рождения выдающегося географа, геолога Сергея Владимировича Обручева, мы сделали отдельную выставку, посвященную Сергею Владимировичу, которую вы сегодня сможете посмотреть. Также у нас на лестничных маршах отображена информация о деятельности и истории нашей науки в республике, а также институты, академические институты нашей республики представили наиболее яркие свои достижения именно в предметном виде, и на втором этаже также эта выставка расположена. Я вас еще раз сердечно благодарю за участие в этой церемонии и приглашаю посмотреть эту выставку и, конечно же, пригласить ваших коллег и друзей. Спасибо, всем крепкого здоровья, счастья, удачи. За 285 лет работы ученых Российской академии наук на территории Якутии за 100 лет со дня начала работы первой якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР, более 85 лет с момента создания первого научного исследовательского института языка и культуры при Совете народных комиссаров ЯССР, академическая наука прошла непростой, но яркий путь и имеет славное прошлое и большое будущее. От имени академических научных организаций, соорганизаторов проекта, слово предоставляется председателю Федерального исследовательского центра Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, члену-корреспонденту РАН Михаилу Петровичу Лебедеву. Пожалуйста. Дорогой Дмитрий Иванович, дорогие друзья, от имени Президиума Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук поздравляю открытием прекрасной выставки. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить Дмитрия Ивановича за его инициацию и за то, что он начал и подготовил такую выставку, представил свой проект перед нашими научными коллективами. И я думаю, что его идея стала уже реальностью. Есть выставка, которую мы сегодня открываем. Но еще примечательно то, что эта выставка будет обновляться. Она будет обновляться каждый день, каждый месяц, потому что на основе тех достижений, тех результатов, которые получили научные коллективы, эти материалы будут обновляться. И очень важно и правильно, что вот эта выставка проходит в новом формате, в современном формате, когда мы используем информационные технологии, когда в организации этой выставки участвовали многие подразделения правительства нашей республики. И это тоже говорит о многом, потому что научные достижения, которые получают в академических институтах, они все, в общем-то, направлены на то, чтобы была надежность, чтобы была обороноспособность, чтобы было достижение нашего государства. Все научные коллективы понимают, что их результаты ждут наше руководство, ждет наш
государства, чтобы быть сильным, конкурентоспособным. Я еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто активно участвовал в подготовке выставки. А непосредственно в подготовке выставки активно принимали участие, безусловно, сотрудники нашего исторического музея. И, пользуясь такой прекрасной площадкой, я хотел бы выделить несколько сотрудников вашего музея и объявить им благодарность. Благодарственное письмо вручается заведующему отделом научно-методической и музейно-выставочной деятельности автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Твоя история» Газизову Евгению Анасовичу. Благодарственное письмо вручается методисту по научно-просветительской деятельности отдела научно-методической и музейно-выставочной деятельности автономного учреждения музейный комплекс «Твоя история» Чоросову Михаилу Викторовичу. Благодарственное письмо вручается специалисту по экспозиционной и выставочной деятельности отдела организационного обеспечения музейный комплекс «Моя история» Амосовой Дарье Николаевне. Я еще раз поздравляю вас с Годом науки и технологии в Российской Федерации. Всем новых достижений, чтобы были достигнуты новые знания. Спасибо. Спасибо вам, Евгений Петрович. Новая выставка – это всегда особое событие в культурной жизни. В ее создании положены усилия, опыт и энергия сотрудников музейного комплекса «Моя история». Слово предоставляется заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Марине Владимировне Силиной. Дорогие друзья, дорогие наши ученые, коллеги и все те, кто сегодня пришел на открытие этой замечательной выставки. Повторюсь и подтвержу слова Дмитрия Ивановича о том, что выставка, безусловно, станет и внесет свою лепту вот таким красивым и приятным подарком в венке тех событий, которые посвящены столетию в 2022 году, столетию нашей республики. И ведь именно Максим Кириллович Амосов был идейным вдохновителем и руководителем выставки, не выставки, вернее, а экспедиции якутской, которая была посвящена изучению Якутского края. И именно, наверное, и оттуда и пошло в том числе и развитие якутской фундаментальной науки при содружестве российской науки. Я вас всех поздравляю с этим замечательным событием. Мне также радостно, что выставка открывается в парке «Россия. Моя история». Это парк, который призван молодое поколение обучить, чтобы наше поколение молодое не забыло историю. Но выставка, я уверена, будет пользоваться успехом не только у молодого поколения, но и у наших ученых, у представителей академической науки, тех, кто придет тоже посмотреть на своих предшественников, вообще изучить историю. Это очень интересно. И спасибо большое всем, кто принимал участие в этом замечательном проекте. И мне хотелось бы от имени Министерства культуры и министра Юрия Степановича Курприянова тоже вручить благодарственное письма тем участникам, которые активно
сотрудничают с культурой. Ну и вообще от себя лично, поскольку я являюсь человеком академической культуры, считаю, что музыка и культура, в частности и музыка, всегда идут об руку с наукой. Спасибо вам, дорогие наши ученые. Благодарность Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия вручается коллективу Якутского научного центра «Соран» директор Михаил Петрович Лебедев за вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия, министр Юрий Степанович Куприянов. Поздравляю! Благодарность вручается коллективу Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера «Соран» директор Наталья Никитина Попова. Пожалуйста. Благодарность вручается. Пожалуйста, пожалуйста. Коллектив Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Благодарность вручается коллективу Института биологических проблем и криолитозоны «Соран» директор Иннокентий Михайлович Окловков. Пожалуйста. Благодарность вручается коллективу Института космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Георгиевича Шафера «Соран» директор Сергей Анатольевич Стародубцев. Благодарность вручается коллективу Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства директор Владимиров Леонид Николаевич. Благодарность выражается коллективу Института физико-технических проблем Севера имени Владимира Петровича Ларионова «Соран» директор Валерий Валерьевич Лепов. Пожалуйста. Благодарность вручается коллективу Института горного дела Севера имени Николая Васильевича Черского «Соран» директор Сергей Михайлович Ткач. Коллективу Института нефти и газа «Соран» директор Марина Дмитриевна Соколова. Благодарность Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия вручается коллективу Института мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова «Соран» директор Михаил Николаевич Железняк. Пожалуйста. В этом институте я всегда добавлю, существует единственный, наверное, действительно единственный хор при институте. И я очень благодарна руководителю и директору за то, что он поддерживает у себя в коллективе замечательное зачинание. И этот хор существует на протяжении уже, по-моему, больше 30 лет. Так скажу, даже я в нем была. Благодарность вручается коллективу Института геологии, алмаза и благородных металлов «Соран» директор Валерий Дмитриевич Придовский. И благодарность вручается коллективу Якутского научного центра комплексных медицинских проблем директор Анна Николаевна Романова.
очень рада видеть много знакомых лиц и процветания и удачи нашей фундаментальной науке. Спасибо, Марина Владимировна. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2021 год был объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации. Сегодняшнее развитие страны и нашей республики, в частности, опирается на инновационное развитие, для чего в республике создаются условия для формирования пояса высокотехнологичных предприятий и производств, основанных на передовых достижениях науки. Это технопарк Якутия, территории опережающего развития Кангаласы, Южная Якутия, IT-парк и так далее. Якутия уже сегодня является лидером в России в развитии IT-индустрии. Согласно задумке нашего проекта, завершающим этапом выставки в ноябре-декабре станет презентация передового технологического потенциала Якутии. Слово предоставляется заместителю министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Георгию Петровичу Андрееву. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Когда я узнал, что этот год объявлен годом науки и технологий, да, я как бывший старший научный сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук, как человек, отдавший много лет науке, да, аспирантуре, очень обрадовался. Сейчас вот в новом статусе тоже, да, вот, мы, получается, снова возвращаемся в это состояние. Как показала практика, да, текущая вот ситуация информационного поля, о котором мы сейчас говорим, да, наука, академическая наука, она требует также своего продвижения, да? А то получается, что с одной стороны у нас выдающиеся ученые, а с другой стороны люди, которые вот выпали из информационного поля продвижения науки, да, их потихонечку, без продвижения науки, да, мы можем скатиться в средние века, да, как бы это странно бы не казалось. Вот последний год пандемии это нам ярко показал. Вот сейчас как то, что сказали, что сама вот эта выставка, чем интересно, что она не одномоментная, да, она будет длиться у нас до декабря месяца, и каждый месяц она будет обновляться и усиливаться в каких-то направлениях. Наше направление это вот биотехнологии, IT-технологии, различные другие разработки, да, они будут широко представлены в ноябре-декабре. Ну, конечно, очень интересно, и я знаю, что это место полюбили, самое главное, вот наша молодежь, школьники, да, и они часто посещают это место. И здесь, видя вот эти стенды и знакомясь с результатами развития науки в Якутии, да, мы приобщим молодежь к ее собственному развитию. И если она будет сюда возвращаться как можно чаще, да, то мы как можно чаще охватим ее по разным видам отраслям. Так что я могу сказать, что, повторюсь, что наши стенды будут развернуты основные. Сейчас у нас уже есть 3 стенда, основные будут развернуты в ноябре-декабре, да. Мы там тоже отдельно сделаем такое большое мероприятие, всех обязательно пригласим, ну и наградим уже по результатам этого круга. Да. Спасибо большое. Спасибо вам, Георгий Петрович. Академическая наука в республике всегда работала во взаимодействии с производственными предприятиями, вузовской и отраслевой наукой, органами власти и была направлена на выполнение фундаментальных и прикладных задач. Внедрение научных разработок в народное хозяйство республики, промышленное освоение территории Республики Саха-Якутия и подготовку квалифицированных научных кадров и специалистов разного профиля. Идея выставки поддержана ключевым отраслевым органом Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия. Слово предоставляется исполняющему обязанности руководителя отдела науки и высшего образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Качмару. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости, участники, организаторы. От имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия мы рады поздравить вас с открытием этого грандиозного события, Год науки и технологий, открытием
Здесь очень много сказали интересных моментов. Я хотел бы сделать акцент именно на вопросе популяризации науки нашей. Данная выставка, на мой взгляд, и подобные мероприятия позволяют фактически воочию увидеть историю нашей науки, практически дотронуться до того, как это все происходило. И, на мой взгляд, конечно, это очень интересно. И благодаря такой выставке, скорее всего, большинство молодежи, молодых умов в дальнейшем склонятся к тому, чтобы посвятить свою жизнь в дальнейшее изыскание именно в научном направлении. В этой сфере мы очень сильно поддерживаем данные начинания. Организаторам, участникам, нашим ученым огромная благодарность за данное мероприятие. Большое вам спасибо. И, дорогие друзья, приглашаем вас ознакомиться с выставкой. Слово для проведения знакомительной экскурсии предоставляется главному координатору подготовки и проведения выставки, главному научному сотруднику Института биологических проблем криолитозоны Федерального исследовательского центра Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, доктору биологических наук Михаилу Михайловичу Чаросову. Уважаемые коллеги, хочу сказать, что этот год уже науки, в принципе, уже историческая партия уже начался, до этого были выставки. Ну и мы видим Андрея Дмитриевича Сахарова, человека легендарного, выдающегося. Ну и мы по инициативе поддержали, и большое спасибо всем тем организаторам, исполнителям, которые изготавливали стенды, делали очень интересные экспонаты, находили, их озвучивали, давали различные QR-коды. На самом деле для нас это в какой-то мере непривычно, но мы смогли подняться на уровень. И сейчас хотелось бы вас немножко ввести по типовому маршруту, который мы примерно подготовили. И, уважаемые институты, вы тоже подключайтесь, потому что когда будем подходить к вашим разделам, тоже рассказывайте, потому что невозможно знать все, и есть ваши разделы, которые мы хотели бы, чтобы вы, как профессионалы, рассказали. Мне уже дали определенные вещи, тоже надеть, говорить. Я думаю, что мы достаточно нормально проведем. Первый экспонат, который уже немножко рассказывали, это домик полевой экспедиции, и мы хотели... Да, и мы хотели бы вам немножко показать, и я хотел бы пригласить сюда Никита Гавриловича Соломонова, потому что это, наверное, самый выдающийся полевик, потому что здесь вот есть тач-панель, и Никита Гаврилович здесь изображен. Человек в 92 года ходит в полевые условия и вместе с детьми и с научными сотрудниками участвует. Аплодисменты Никиты Гавриловича. Вот он изображен. Это стилизованный домик, который мы считаем, начиная от 18 века до 20-го, все было представлено. Здесь у нас будет работать экскурсовод. Я хотел бы передать микрофон Сергею, который уже будет работать для населения. И, соответственно, он достаточно много кто уже подготовился. Послушаем Сергея. Добрый день, меня зовут Сергей. Я являюсь экскурсоводом Исторического музея «Россия. Моя история». Давайте подойдем поближе, потому что так довольно-таки далеко, скажем так, стоим. Вот посмотрите поближе на дом полевого ученого. Если вообще говорить про полевую такую вот работу, да, про те же самые, например, геологические работы, надо понимать то, что они у нас проводятся. Да, давайте я маску сниму, чтобы было слышно четче. То есть у нас такие работы проводились еще в 18 веке, то есть у нас вторая Камчатская экспедиция под предводительством Витуса Беринга. И для чего они вообще проводились? Для чего нужна геология? Для чего проводились все эти работы? Для чего, например, вот у нас тот же самый, например, Сергей Обручев исследовал Верхояние. В первую очередь, когда у нас была вторая Камчатская экспедиция, шел вопрос о уточнении границ Российской империи, потому что не было четких карт. Не было четких карт, и нужно было составить карту, куда у нас, скажем так, распространяется страна, потому что у нас восточные части страны не были хорошо развиты, было маленькое количество населения, из-за этого местность была очень сложно, скажем так, взять и полностью описать. Но данная работа была довольно-таки неплохо проведена. В будущем, в 19 веке уже, ближе к, скажем, к концу 19 века, у нас какая еще проблема назревала? Именно в Якутии. И даже можно отчасти затронуть Дальний Восток.